Конец учебного года – это подведение итогов. Вот и закончилась военно-патриотическая игра «Морской бой», которая началась еще в сентябре. Вот и завершился квест, который шел целый учебный год. Игра разработана таким образом, что каждый месяц кадеты участвовали в самых разных состязаниях. Были и творческие, и спортивные, и интеллектуальные. Вы в течение года играли в «Морской бой». Расскажи, пожалуйста, как вы играли? Я ученик школы безопасности номер 116, Рахматуллин Марк. Я и моя команда в течение года играли в игру «Морской бой». В «Морской бой» входят такие игры, как квест, спортивные соревнования, танцы и другие мероприятия. Нам очень понравилось. Спасибо организаторам. Надеемся, что в следующем году игра «Морской бой» повторится. Я заметила то, что у вас у всех разная форма. А ты из какого подразделения? Я учусь в школе безопасности номер 116. Мы кадеты, МЧСники. Занимаемся маршировкой. Здесь 15 команд из самых разных школ Уфы. Все соревнования позади. Самое время показать наиболее эффектные номера, которые ребята репетировали в течение всего учебного года. Как и почему ты решила стать кадетом? На самом деле это очень интересно. Это патриотическое воспитание, строевая подготовка, разборка и сборка автоматов. Нам дают многие знания, которые не дают обычным школьникам. Когда в нашей 130-й школе открывалось кадетское отделение, я сразу обсудила этот вопрос с мамой, и она сказала: хочешь, иди. И я пошла, и я до сих пор здесь, и я горжусь этим. Тебе понравился «Морской бой»? Расскажи свои ощущения. Морской бой длился 9 месяцев. Это очень интересное мероприятие. Много ощущений. Было как этапы строевой подготовки, так и очень прекрасное мероприятие, как кадетский бал, которых уже нигде практически не встретишь. Это было очень интересно, запоминающиеся воспоминания на всю жизнь, и плюс остаются фотографии, и все это будет памятью и опытом во взрослую жизнь. Это городское военно-патриотическое соревнование поддержали спонсоры и меценаты. Победителям и участникам в конце торжества вручат дипломы и памятные подарки. Расскажи про это мероприятие, пожалуйста. В этом мероприятии у нас команда «Алые паруса». Мы сегодня показывали номер, пели песню «Полки идут стеной». У нас был один барабанщик, и я думаю, что мы хорошо выступили. Насколько кадеты творческие люди, или вы просто привыкли выполнять приказы? Нет, мы можем и придумать что-нибудь, и выполнить приказы. Вот. В основном, когда мы учимся, то мы, выполняем приказы. А так, в жизни, то у нас очень много фантазии. Я вижу у тебя на груди какая-то медаль. За что ее дают? Это медаль за усердие, серебристая медаль. Она дается хорошистам, которые закончили четверть или год на пятерки, четверки. Также есть золотая медаль, такая же. Она дается только отличникам, которые закончили четверть или год на только пятерки. Получился самый настоящий праздник. Даже не верится, что когда-то эти парни и девчонки были соперниками. Пожелаем удачи будущим участникам военно-патриотической игры «Морской бой». За год квеста вы не слабо прокачаетесь в самых разных областях. На следующий учебный год уже другие кадеты будут проходить все этапы этого увлекательного квеста. Среди них может быть и ты. Мадина Зайнуллина, Азамат Даянов. Специально для горы новостей.